Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится, чего вам ждать в ближайшие 48 часов? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, давайте будем разбираться. 48 часов. Но смотрите, как много у вас задач. Много проблем, много задач, много обязанностей. И все это кажется невыносимым, непроходимым, нереализуемым. Но сил у вас много. Тем более вы и не в таких ситуациях бывали. Все задачи выполните, перевыполните, еще свободное время останется. Вот так я вам скажу. Смотрите, сидите вы довольная, счастливая, ручки потираете, да, и время у вас свободное появится. Гениально, просто гениально. Не бойтесь тех задач, не бойтесь той работы, вы все сделаете, у вас все получится. То ли вы скопили, накопили, да, то ли как бы так пришлось, да, что все на вашу душеньку выпало. Но с поставленными задачами, делами вы точно справитесь. Еще и будете сидеть и отдыхать. Еще здесь мне показывает человека, у которого к вам очень серьезный разговор на уме. Но человек, то ли стесняется, то ли побаивается, то ли нет удобного случая, чтобы с вами заговорить. Знаете, вот как появляется и пропадает, подходит и отходит. Да, вот как-то странно себя будет вести этот человек. Но опять же, вам некогда, да, может человек, думает, ладно, не буду отвлекать, да, а то еще и меня припашут. Как-то странно себя будет вести. Да, человек хочет поговорить и что-то важное вам сказать. Так, еще кто-то выйдет на связь, кто-то неожиданный. Прям совсем неожиданный. Вот кого-кого, а этого человека вы не ждали. Тут либо человек вам напишет, либо звонок будет от этого человека, и у кого-то еще отыграет, что человек просто вот на пороге вашего дома. Вы открываете дверь и прям ахнете. Кого-кого, а вот тебя я точно не ждала. Человек справа идет, то есть явно вас не обидит, либо плохого вам не желает. Просто какой-то элемент неожиданности тут показан. Да, появится, объявится, проявится. Абсолютно неожиданный персонаж. Может, вы кого-то другого ждете. Да, появится вот этот персонаж. И еще какие-то люди очень сильно поругались, либо поругаются. Но вы об этом узнаете уже как о случившемся факте. Вот. Очень будете жалеть, что не смогли вмешаться, либо не смогли как-то, может быть, предотвратить это событие. Что должно, то и случится, понимаете? Я вам так скажу, вы сильно там не переживайте, люди как поругались, так и помирятся. Без вас поругались, без вас и помирятся. Эта ссора какая-то не настоящая, либо какая-то кратковременная, да. А может, оба были не в духе, люди там накинулись друг на друга, пар выпустили, разошлись, отойдут, снова сойдутся. Да? Вообще лучше туда не вмешивайтесь. Все идет своим чередом. Так, женщину показывают. Такой, знаете, яркой наружности, хочется сказать. Да, очень яркая женщина, красиво, ярко одевается, яркий макияж, может, не по возрасту. Как-то вот все в цветах. Вот мне идет, что все в ярких цветах. Может, какой-то цветочный принт, а может быть, просто вот разноцветие на этой женщине. В общем, очень смешно она выглядит. Вы элегантно выглядите, а она выглядит смешно. Даже при условии, что у нее там больше возможностей, финансовых возможностей себя наряжать, одевать. Вот смешно она выглядит. А вы выглядите, наоборот, очень элегантно. Умеете подбирать одежду. И я вижу, что эта женщина, она то ли с вас пример начнет брать, то ли начнет вас расспрашивать, либо даже просить, чтобы вы ей помогли
подобрать достойный лук, да, научи, покажи, расскажи, где ты одеваешься, да, как ты это все комбинируешь, почему ты так прекрасно выглядишь, очень достойно, стильно, а я вроде как бы деньги на себя не жалею, но у меня вот такой вот кавардак, радуга, солнышко, да, что-то интересное. Вы, если честно, ахнете, вот тоже не ждете и не думали, вообще как-то к себе очень строго относитесь. Да? Вы не считаете, что вы стильно одеваетесь. Наоборот, вы считаете, что вы, возможно, там в моде отстаете. Ну и вот такой вот комплиментарный разговор. Да? Вроде она вам и комплимент делает, потому что она восхищается тем, как вы выглядите. И тут же просит, чтобы вы научили. Вот. Кстати, возможно, вы и задумаетесь, либо не мешало бы вам задуматься. Это ваше призвание одевать людей. Кто-то раздевает, а кто-то одевает. Ну да, хороший стилист бы из вас вышел. Вы чувствуете палитру, вы умеете подбирать, смешивать цвета. Вы очень гармонично оцениваете и цвет, и формы. Да? Вот умеете подобрать. В общем, как талант у вас к этому, да? Либо врожденное чувство стиля. Вот на этом, кстати, можно неплохо заработать. Ну, по крайней мере, вот эта дамочка, она вам подкинет такую идею. Так, еще с какими-то бумагами вам придется разбираться. Не знаю, чеки, бумаги, накладные, может быть, на работе вы работаете с бумажками, с документами. Прям придется копать, рыть, разбираться, в каждую циферку всматриваться, либо в каждое словечко всматриваться. Но опять же, либо работа, либо искать что-то будете. Непростая эта задача, и прям я вижу, что вы психовать будете. Тяжело, да, может, еще и спешите, и, господи, это все навалилось, откуда это все взялось, да, вот какая-то у вас реакция, прям устанете. Дальше. Мужчина женщине какой-то делает подарок, но этот подарок, он вот как со смыслом, да, либо какая-то смысловая нагрузка в этом подарке. Допустим, он вас подвел, либо вы были им недовольны, может, поссорились с ним. И вот он вам делает этот подарок для того, чтобы загладить свою вину, для того, чтобы с вами помириться. Либо подарком мужчина выскажет свое отношение к вам. Да? Может быть, вы ему там носом тыкали, что вот, другим мужья дарят подарки. Где мои подарки? Где мое золото? Где мои бриллианты? Где мои хорошие, красивые вещи? В общем, что-то он сделает. Что-то, что вам понравится. И то, что вы примете. Да, вы примете, еще и похвалите, и вам будет очень приятно. Он как угодит. Да? Этот мужчина вам угодит. Ваш мужчина вам угодит. Так, на работе, либо в делах, да, кто-то у меня на работе работает, кто-то у меня дела свои ведет. Вы у меня все разные. Смотрите, здесь показан такой момент. Надо быть осторожней с высказываниями, да, вот то, что вы говорите. Думать вы, конечно, можете что угодно, вам никто не запретит, а вот высказываться нужно как-то аккуратнее, осторожней, вдумчивей. Да? Может быть, какой-то человек там оголделый, да, вы что-то своим мнением поделитесь, а человек вспылит из-за этого, да, либо там в агрессию впадет. А может быть, наоборот, человек подслушивает, да, такая крыса-стукач. Да? Надо быть поосторожнее и поаккуратнее, это очень важно. Это с правой стороны вышло, то есть это повлиять может и на вашу карьеру, и на ваш бизнес, и проблемы с законом даже могут быть. Да? Лучше быть потише. Да? Лучше не высказывать, да? Потихонечку работать себе, да? Не надо, не стоит оно того. Так показали еще, да, как знак осторожно, неприятностями запахло, да. Вот поменьше высказывайтесь, здоровее будет. Тем более мы смотрим на 48 часов. 48 часов пройдут, а потом уже душу отведете. Будете говорить то, что считаете нужным, кому нужным, когда нужным, да. Ну а 48 часов лучше потерпеть и подождать. Может быть, вас кто-то будет провоцировать, да? А вы не поддавайтесь, а вы делаете вид, что вы ничего не замечаете, да? Улыбайтесь. Вот улыбка – это прям самое лучшее, что вы можете делать. Самое как обезоруживающее, да? Когда человек улыбается, ну что, ругаться с ним будешь, не будешь. Скорее всего, в ответ улыбнешься. Так, еще показан разговор, который вас очень удивит. Разговор будет
как в компании, да, люди в компании, там 3-5 человек, да, вот какой-то разговор будет, и вас это очень удивит. Удивит тема разговора, удивит отношение к этому разговору, либо подача, манера, удивит отношение к тому, что обсуждается. Вот вроде как серьезные вещи, а люди там легко обсуждают, либо какие-то легкие, да, события, а люди прям так серьезно к этому относятся. В общем, как-то вы посмотрите на эту компанию и скажете: ой, ребят, мне, наверное, с вами не по пути, да, слишком мы разные с вами. Вот действительно. Может, это будет какой-то буллинг, да, кого-то будут булить, обсуждать, может, сплетничать о ком-то будут, может быть, кого-то будут там, ну, недобрыми словами поливать, и вам так это не понравится, и вы так: нет, с вами мне не по пути, да. Вот прям как к этим людям охладеете, интерес потеряете. И, в общем, как-то они в ваших глазах как, ну, вниз падают. Мне идет именно такой момент. Дальше куда-то вы пойдете. Причем пойдете то ли вечером, то ли под вечер как-то соберетесь. Вот вам будет казаться, что вот уже ничего не будет, да, поздняя дорога. Что я там в поздней дороге найду, обрету? Кто-то меня ждать будет, да, либо там все уже разобрали, допустим, если в магазин пойдете. Но на самом деле у вас как-то резко мнение поменяется. Может быть, наоборот, да, под вечер там люди добрее становятся, либо под вечер люди уже хотят скорее домой, да, все дела как бы быстрее делаются. Либо под вечер магазины там скидки устраивают, какие-то распродажи, то, что не раскупили за день. В общем, вы так удивитесь, скажете: ничего себе, вот это поворот. Вот если бы я раньше знала, либо кто мне раньше сказал, я всегда вечером ходила, да, под закрытие самое обошла. Может, на рынок пойдете, да, а там уже продавцы все хотят поскорее домой устали все, там полную там вам телегу, корзину насуют еды, да еще и задешево. В общем, очень удивитесь, вам очень это понравится. Дальше, мои хорошие, смотрите, вот здесь показано, что вас ваш ангел от каких-то плохих людей закрывает, либо плохой ситуации. Здесь прям люди такие, как то ли агрессивные, то ли вредоносные. Видите, вот он, ваш ангел, вот голова, крылышки, тело, да, и вы, видите, закрывает вас от плохих людей. Что-то фантастическое случится, необычное, нереальное, и вы прям почувствуете своего ангела, ангела-хранителя. Прям почувствуете, какой он сильный, что он рядом. Ваш ангел-хранитель не даст вас в обиду, да, то ли закроет, действительно не даст плохим людям к вам подступиться, либо вас вот как зажать в тиски. Может быть, даже повлияет на кого-то, да, что-то такое вот невероятно позитивное произойдет, и вы прям почувствуете, что ваш ангел вас хранит, и он очень сильный, он всегда рядом, и вы помощь от него получаете. Вот, знаете, будете засыпать и будете прокручивать события дня в голове и думать: как же так, да, вот чудеса. Какой же у меня ангел хороший, ой, спасибо тебе, мой ангел, да, вот такие мысли у вас будут в голове, потому что события у нас на линии жизни, значит, на вас очень повлияют, прям ощутите и присутствие, и защиту, и силу своего ангела-хранителя. Так, еще мне показывают женщину с сумками, то ли вы сумки тяжелые будете нести, то ли тяжелая ноша, да, никто не помогает, все мужики перевелись. Ну, а может, вы сама по себе такая женщина-героиня, да, вы никого не хотите напрягать, просить. Но сумки очень тяжелые, поэтому имейте в виду, понятно, что мы все разные, но, пожалуйста, без фанатизма, иначе явно потом и руки будут болеть, и живот может болеть, потому что тяжелое несете. И некомфортно себя будете чувствовать, абсолютно некомфортно. Не носите тяжелое, я вас умоляю, женщины, мои хорошие девушки, не носите, оно того не стоит. Понимаете, здоровье, оно ведь хрупкое, да? Зачем вам это все? Ну, просите вы мужиков, даже незнакомых можете просить. Если мужчина настоящий, он никогда не откажется, да, он женщине поможет. Вот, не надо, сумки тяжелые, нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Не стоит оно того. Себе вредите. Так, еще ребенок вас как в неудобное положение поставит. Какой-то вопрос вам будет задавать, а вы то ли ответа не знаете, то ли вы не хотите отвечать. Знаете, скорее всего, не хотите отвечать.
Да? Ребенок, может быть, маленький, да, кроха придет и что-то такое вас спросит, а вы такая: ничего себе. И как на это ответить? Да? А может, ребенок взрослый, какой-то вопрос вам будет задавать. И как-то неудобненько, да? Неудобненько, неприятненько. И придется вам выкручиваться, мои хорошие. Ну, я бы на вашем месте все-таки ответила, да? Ответила бы как есть. Вот как я это вижу, как я это считаю, да? Ну, как я это представляю. Вот. Ребенок ведь к вам идет не просто так, а потому что считает, что вы источник всех его знаний. Да? Вы такая вот энциклопедия на ножках. Если вы не ответите, то найдутся те, кто обязательно ответит. Факт, что люди ответят правильно, либо хорошо подадут информацию, лаконично, да, может, там такого наговорят, что ваш ребенок потом будет ходить с выпученными глазами. Может быть, какой-то взрослый вопрос, может быть, семейный, там, про отношения. Ну, в общем, конечно, дело ваше, но вопрос вам будет задан. Задан, и лучше, конечно, не избегать ответа. Так, кому-то из моих девушек, дорогих, прекрасных женщин, тут мужчина приставать начнет. Приставать, причем он как-то это делает на профессиональном уровне. Да? Такой вот, знаете, квалифицированный Казанова. Прям пристает, и, знаете, от него отделаться нельзя. Куда вы, туда и он. Да? И все что-то он от вас хочет, что-то он вам там говорит. И вы такая: да ё-моё, да отстань ты от меня. Прям отбиваться придется вам от этого мужчины. Ну, правда, вы ему очень понравитесь. Он таких красивых, как вы, не видел. Плюс вы такая недоступная, а это его еще больше подзадоривает, разжигает. То есть, чем больше вы ему говорите «нет», тем больше вы ему интересны. Тем сильнее, да, у него к вам интерес. Такая неоднозначная ситуация. Он то ли познакомиться с вами захочет, то ли познакомиться и куда-то вас в кафе, в ресторан будет тащить. В общем, вы уходите, а он за вами идет, и руки, знаете, вот в позе просящего, да. Ну куда же вы, девушка, да? Ну давайте кофе выпьем. Ну скажите, как вас зовут? Ну дайте номер телефона. Да, интересно. Будет приставать. К вам будут приставать. И это факт. Так, и ближе к венцу показан какой-то выбор. Выбор, который вам придется делать, либо вас кто-то будет заставлять, прям давить на вас. Делай выбор, выбирай. Да? Очень непросто, вы немножко растеряетесь. Может быть, спонтанно как-то эта ситуация возникнет. А может быть, от выбора глаза разбегутся, и вы такая: я все хочу, я не могу выбрать. Но вот вижу рядом такой строгий человек, прям давит на вас. Давай выбирай, давай скорей. И, в общем, вижу, что выберете, и выбор сделаете правильный. Может, знаете, как глаза закроете, пальцем ткнете, а выбор будет правильный. Точно не пожалеете. Вот, точно не пожалеете. Слушайте, вы лучше вот сразу доверьте своей интуиции, и она вас точно не подведет. Но выбор будет сделан хороший и правильный. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.